футболист. Понятно, что были бои с Нагейрой, были бои с Эрнесто Хустом. Было. С чем подошел сейчас? Мотивация должна быть. Если он сейчас сумеет справиться с Александром Емельяненко, ну, честь ему и хвала. Верю я в это лично или нет? Лично я не очень в это верю. Александр Емельяненко. После всех историй, предшествовавших его уходу из большого спорта, сейчас Александр версия 2.0 должен показывать бой, должен показывать результат. Вне всякого сомнения, мы ждем от Александра только победы. Сап побежал охотиться куда-то в направлении ног. И все-таки, несмотря на все расклады, 154 килограмма, это 154 килограмма. Что-то достаточно в партере попросту лечь сверху. Александр, безусловно, его превосходит в ударной технике, уступая в весе залпа, но при этом по Сапу еще надо попасть. Я думаю, что попадет. Рано или поздно. Вопрос когда. В каком раунде это случится. Формат 3 по 5. Сап довольно уверенно огрызается. Ушел в защиту. Добивание, в принципе, пассивная защита. Все, можно останавливать бой. Да. Ну, как-то все. Те, кто говорили, что поединок закончится примерно так, были, в общем-то, наверное, правы. Очень обидно. Честно, легкое недоумение. Возвращение и реванши – это то, на что приходит всегда и с удовольствием. Считать подобный поединок возвращением с точки зрения де юре, да. Де факто. Судите сами, дорогие друзья. Здесь по-другому не скажешь. Вот Сап упал. Не сказать, прям под градом каких-то чудовищных ударов Александр по нему попал. Это на повторе это будет видно. Но как-то уж очень быстро. По совести сказать, ожидал где-то ближе ко второму раунду. Победа есть победа, конечно. Рекорд запишет победу над Бобом Сапом. Но этот поединок, который, конечно, мы ждали, что он будет более чем упорным, или хотя бы с какой-то стороны упорным, он таким не явился. Жаль. Но сейчас награждение Петра Емельяненко. Его пригласят на награждение или нет? Минута